Всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Итак, всем добрый вечер. У кого как, у нас вечер. И значит, сегодня, как я обещал, еще один ролик. Это будем готовить, супруга будет готовить паштет из налимии печени, из максы. Вот такая вот налимия печень. Вот. У нас есть две печенки. Ну, вообще печенка у нас считается деликатесом, и ее практически можно употреблять в таком виде. По-другому макса. Хлеб, соль, перец. Можно вот просто обмакивать и есть. С хлебом есть. Печенка тает во рту. Очень жирная. Вкусно. Очень много в ней витаминов всяких. Сейчас супруга покажет рецепт приготовления печенки, паштета. Как вскипит вода, нарезаем максу. А какими кусками нарезать? Сразу нарежь, в принципе. Большими или поменьше? Поменьше, того разбухает. Вот Прямо. такими? Нет. Вот такими, да? Ну вот смотрите, вот примерно вот такими вот кусками нарезаем ее. И она жирная до такой степени, что в 50 градусов мороза она бывает вот мягкая, вот такой вот. Не замерзает. Да, до того жирная, что не замерзает. Сейчас мы нарежем максу. Кидаем только в кипяченую воду. Когда вода закипит. Да, потому что если положить холодную воду и начинать кипятить, она у вас растает в листья. Да, вот она превращается вообще в масло, Масло. в масло галимое. То есть полностью растаивает. Поэтому это учтите. Если кто будет готовить из налимии печени паштет. В городе Якутске продается макса. Там у меня есть сюжет. Я был в городе Якутске и на рынке, на нашем рыбном смотрел. Там где-то в каком-то эпизоде проскакивает она. Ценник сейчас не помню. Можете купить килограмм, попробовать. Ну да. Вот. Ну что, как оно? Как оно, ничего. Да, вот он попадает в теплую среду и сразу тает во рту. Вот такой вот приятный вкус. В ней очень много витаминов. Это как печень трески. Налим это речная треска почти что. Все, вода вскипела. Начинаем выкладывать. Ребята, завтра с утра стартую. В общем, поеду до выходных. Постараюсь в воскресенье приехать.
разведать места рыбные. Да. Так. Добавляю соль сразу. Добавим. И мешаем. А сколько варить примерно по времени? Это на глаз смотрю, я не знаю. Ну, предположительно, очень быстро готовится, да? Недолго. Угу. Минут 10, наверное. Или 7. Ну, понятно. Где-то так, ага. Жир всплыл, смотри. Вот, посмотрите, сколько рыбьего жира всплыло. Угу. Сейчас я приближу. Видно, думаю. И периодически помешиваем, я так понял, да? Угу. Потому что на дно... Пригорает. А? Пригорает. Ну, прилипает и пригорает. А где мой... Так. О, бишбармак. Какой бишбармак жирный. Какой жирный бишбармак. Колбасу? Ага. Протыкаем. Все, сварилось. Включаем. Так, будем вынимать. В размере уменьшились. Так. Все. Вот в таком жирном бульоне будем готовить макароны от него. Печени. Да. Так, воду, бульон слила. Вот это все сейчас обратно. Емкость. Слава пока чистит чеснок. Так. О, Алло. Смотри. Сейчас она будет прокручивать это через блендер. Угу. Итак, наш паштет приобретает вот такой вид после того, как пропустили через блендер. Вот, посмотрите. Дальше, вот я начистил чеснока здесь. Вот такую горсть примерно. Теперь выдавливаем чеснок на паштет. Можете нарезать, мелко покромсать, бросить. Кому как нравится в этом плане. Чеснок тоже можете по вкусу, можете побольше сделать. Не обязательно такое количество. Ну, да. Тоже немного добавить. Кроме чеснока в паштет
Также добавляется перец черный, молотый. Вообще можете специи по вкусу добавлять. Да, то как. Можете, у кого хрен Любит. есть, хрен можете. Вот так получилось с чесночком. Вот он, видно, что он жирный очень. Жир прям с него утекает с паштета. На камеру Так, работает. добавляем перец. Тоже на глаз определяем. У нас дети кушают, поэтому не так много добавляем. Ну вот и все, паштет готов. Угу. Река выпустит. Река Вородер. Так. Ну что ж. Давайте продегустируем. Очередная дегустация. Ну что, жалеть не надо. Печени много. Паштета много. Намажем так. Таким вот небольшим слоем. Не перестаю это делать. Нет слов. Ну как вам объяснить вкус? Я не знаю. Я обычно вот так мажу. Хлеб паштетом. И как? Ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями. Всем спасибо. Вот так выглядит паштет.